Салам алейкум, хурметли милләттәшләр, хау-мавдуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня у нас в гостях вновь наш замечательный историк, башкирский историк Азамат Агай Рыскильдин. И сегодня мы продолжим разбирать историю башкир и вообще все, что связано с башкирами, потому что башкир это же не только один народ в мире, вокруг него какие народы были, какие происходили глобальные эпохи менялись, да. Поэтому Азамат Агай сейчас нам продолжит рассказывать то, на чем мы остановились в последний раз. Немножко мы здесь, скажем так, наметили план, как мы будем сегодня вести наш этот урок. И тут и философия, и социология, и история. То есть для того, чтобы более понимать, какие процессы вообще происходили и какие процессы двигали нашу историю. Салам алейкум, Азамат Агай. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Руслан, хаумов ватандаштар, хаумов башкиртар, дорогие зрители канала. Вот, я хочу всех приветствовать и поблагодарить возможность изложить точку зрения на разные вопросы, которые будем затрагивать. Азамат Агай, давайте начнем вот с такого понятия, что вот история – это оружие, да, как его говорят, а не развлечение. Вот почему? Дело в том, что это сейчас уже стало, наверное, очевидно для каждого, да, что люди воспринимают вот происходящее через призму своих представлений, которые им заложили там, через опыт, через воспитание, через образование. Вот. Какую, грубо говоря, программу не поставишь, в рамках этой программы человека как бы и группы двигаются социальные. То есть это способ программирования как отдельного человека, так и социальной группы. Через память, через историю, в общем-то, люди становятся как бы мотивированы на определенную активность. Берут люди автомат, идут людей убивать или наоборот отдавать свою жизнь, защищая что-то, понимаете? То есть это не развлечение действительно, это способ контроля и программирования поведения человека. Через память, прежде всего, через воспитание, через программу распознания вот, входящего разнообразия, таким образом можно сказать. От того, какие сказки в детстве человек слушал, у него выстраиваются какие-то ориентиры, опорные точки. Народ делают бабушки. Вот когда ребенок маленький, ему бабушка то, что рассказала, он через это, у него в подсознании это живет, и опираясь на это, он как бы реагирует и воспринимает с детства. Если там кому-то прописали в детстве сказки Пушкина, он все уже работает на государство, на царство и так далее. Хороший, плохой царь, неважно. Для него главное это государство. Он ориентирован на это, он этому государству поклоняется. В итоге получается, вот, неважно, там, советский строй или там Российская империя, да, или сейчас вот либеральная, так сказать, в кавычках, демократия. В любом случае воспроизводится снова та же самая империя, которая запрограммирована сказками Пушкина и сказками Карамзина. Ну, Карамзин сказка для взрослых, Пушкин для детей. Понимаете? Картина мира. Корни ее идут еще дальше, скажем так, с истории Древнего Египта и так далее, от истории фараонов. Если мы говорим, скажем, мусульманская картина мира, то здесь другое. Там не важны истории правителей, там у нас важны истории пророков и, скажем, ученых, наследников пророков. Там государь, он второстепенная фигура, значение имеет. Основное, будем так говорить, как прожить эту жизнь и встретить как бы расчет в день суда. Когда мы говорим, допустим, о буддийских учителях, вот, они как бы учат тому, как жить в разных стихиях, как не поддаваться этим стихиям, и что все круговорот, и реинкарнация, переселение душ, и какая-то стихия сегодня как бы правит, другая стихия будет править послезавтра и так далее. Другая этика. Это разные мир-системы, разные идеологии. Вот как их распознавать, как получается с этими идеологиями работать, понимать, как они работают, скажем, сознанием людей, индивидуальным, коллективным, как выстраивать, как распознавать их стратегии, как выстраивать новые. Вот это мы хотим разобрать на примере нашей истории. А не просто, потому что история сама по себе, без каких-то, это же наука междисциплинарная.
Там все смыкается. Там любую какую вот отрасль знаний не возьми, все начинают с прошлого, правильно? Да. Хоть химию возьми, хоть там животноводство, правильно? Хоть почвоведение и так далее, там, климатология. Все вот как-то существует принцип историзма. А что было до этого? Как развивалось? Потому что хронологически развивается причинно-следственные связи, правильно? Да, да. Предполагать, что какая-то должна быть логика. Соответственно, вот какие-то... А для того, чтобы эту логику увидеть, нужна какая-то социологическая концепция. И вот пока не появляется социологическая концепция, объяснение, не появляется нового, скажем так, исторического видения. Вот пока не появился там Агюст Конт, скажем так, и до него, да, не появилась французская школа, скажем так, начала 19 века, там, германские историки и так далее. Там. Маркс тот же самый, там, который взял какие-то вот вещи, соединил между собой, пошла марксистская школа, понимаете? Сейчас вот антропология культурная, это в принципе такое, ну, очень продуктивное направление. А культурная антропология начинается с Вебера. Хочешь, не хочешь, надо различать типологию и идеологию. И если мы эти вещи не различаем, это значит, что мы не вооружены. Дело же не проблема, скажем, в идеологии. Вот смотрите, вот автомат Калашникова это оружие, правильно? Конечно. Но само по себе, будем так говорить, оружие, оно же, это одно, но вопрос, у кого оно в руках и в чью сторону стреляет. И его технические характеристики, правильно? То есть мы можем, соответственно, пренебрегать там и можем не пренебрегать. Вот у нас есть там лук и стрелы, это удобно. Не, ну все-таки нужно же какое-то усилие приложить, чтобы там этот автомат там разобрать, как он устроен, правильно? Как там происходит выстрел. Хоть какое-то провести интеллектуальное усилие. Если мы как бы понимаем, что, допустим, та же самая Российская Федерация, или, скажем, Китай, или там другие страны, там, или Европа с Америкой, предлагают нам разные проекции истории, воспитывая как бы нас, программируя, правильно? Мы же должны в этом как бы оружии разобраться. Все правильно. Хоть какое-то минимальное усилие приложить, хоть какими-то быть, хоть чуть-чуть ориентироваться. Да. Поэтому то, что мы будем говорить, это не просто, скажем так, развлечение, а вот как было, там, что за столом, как бы накрытым столом, там, хвастаться, какие мы были там крутые, или наоборот, какие были трудные времена, там, комплекс вины воспитывает обиды. Нет. Это вопрос в том, чтобы разобраться в существующих, скажем так, идеологических течениях, как они программируют, как потом люди просто-напросто мобилизуются и идут, например, воевать на СВО и так далее. Азамат Агай, ну, я, скажем так, более простыми, приземленными словами скажу тогда для зрителей, что история, то есть, конечно, нам, многим детям сегодня преподают историю ту, которая есть по учебникам, да, в школе. Какие-то события в истории преподаются в однобоком виде, в предвзятом виде. Ну, допустим, условно, что Куликовская битва была, это битва там русских против монгол, да, против Золотой Орды. На самом деле, мало кто знает, что там воевали с Мамаем, как бы, да, и были на стороне Орды, на самом деле, русские, да, защищали Золотую Орду. Или там Ледовое побоище, да, где Александр Невский воевал против шведов, а он на самом деле был воспитанником Золотой Орды. То есть, я к чему хочу сказать? То, что события, многие события, они преподносятся нам в однобоком виде, а на самом деле надо изучать источники других стран, которые в это время жили, историки их вели какие-то свои записи о событиях, тех или иных событиях в соседних странах, ну, в том числе в наших, и сопоставлять факты и делать вывод, как было на самом деле. Все правильно? Да, это и так можно сказать, но дело в том, что даже известные факты, скажем так, да, просто есть еще такое понятие интерпретация. Вот. С какой стороны смотреть? Вот. С какой системы ценностей воспринимать? Потому что любое событие или действие становится фактом только в том случае, когда он в свете, скажем, какой-то программы мировоззрения, да, приобретает какое-то доказательное значение. То есть есть понятие ценностное, вот рациональное, то, что мы верим, да, есть цель рациональная, то, что мы можем, скажем так, проверить через эксперимент, или то, что укладывается в какую-то, скажем так, общую какую-то концепцию, вот, которая более-менее принята. Вот тогда мы считаем, что она доказана.
А если, то есть какие-то нет противоречий. А когда, скажем так, вот, поэтому программирование это не только способ проверки через то, что там эксперимент, да, вот что не всегда в истории возможно, редко когда, скажем так, да, вот. Это еще программирование через систему взглядов и через систему ценностей. Вот тогда, когда это тот или иной факт становится как бы доказательством. Вот. Поэтому и тогда как бы можно дискутировать, потому что можно, допустим, кучу примеров приводить, давайте уже, наверное, как-то это. Я просто почему-то отвлекся, да? Дело в том, что вот после первого выпуска было много упреков, что слишком много философии и так далее. Но я вынужден еще раз к этому возвращаться, потому что я это делаю не для развлечений. Пусть это будет не так много просмотров, да? Если хотя бы там человек 10-15 для себя какую-то пользу подчеркнет, будем считать, что вот я удовлетворен. Если кому-то нужно развлечение, смотрите художественный фильм. Вот примерно так. Хорошо, Азамат Агаев, тогда продолжим. Смысл жизни открывает смерть. Вот такое вот глубокое философское понятие. Почему, на ваш взгляд? Ну, дело в том, что это вопрос как бы, это вот для освещения подходов культурной антропологии. Вы же знаете, вот раньше же, как все время мы преподавали историю, вот там был какой-то первобытно-общинный строй, потом рабовладельческий, феодальный и так далее, правильно там? Капиталистический, и вот предполагается, что вот будет какой-то, скажем, Социалистический. коммунистический строй, там, с манной небесной и так далее, да? Вот. И здесь в качестве критерия для систематизации, для организации всего этого исторического материала, да, был предложен, скажем так, способ производства, уровень технической и энергетической вооруженности, скажем так, человека, да. Я не буду иметь там уровня там, 19 века, марксистские представления, скажем, мысли, да. Вот даже в 20 веке говорили, вот, когда человек использует энергию человека, скажем так, в свои руки или там какого-то раба покоренного, да, то здесь мы имеем, получается, то есть статус рабовладельца, как вот эксплуатация, вот у него одни энергетические возможности. Потом, когда люди, значит, приручают лошадь, соответственно, у них появляется мощный такой энергетический источник, у них там уже как бы основа для феодального способа, да, вот. А потом уже, когда энергия сил природы там преобразованная в машинах, утилизированная, да, там, энергия пара, там, нефти, скажем, и так далее, да, там, атома, вот как бы уже индустриальное как бы, производство и так далее. Проблема в том, что куча нестыковок у этой технологии, у этой как бы, типологии, вот, потому что у нас эти вещи как бы могут сосуществовать, как в том же самом СССР существовала и атомная, скажем, промышленность, да, вот, и рабский труд там в ГУЛАГе, скажем так, да, и, грубо говоря, там лошадей по полной программе использовали, да, вот. Здесь, поэтому здесь такой прямой как бы связи может быть нет, но про азиатский способ производства это наиболее такой известная историографическая дискуссия, которая там в прокрустом ложе как бы марксистских догм, скажем, пытались что-то объяснить, но плохо получалось. Вот. В культурной антропологии там принцип другой. Дело в том, что все живое ждет смерти. Вот, все живое ждет смерти, и даже вот природа, которая вокруг нас, она тоже когда-нибудь исчезнет, там горы превратятся в прах, пыль и так далее. Вот. Поэтому, а для того, чтобы делать какую-то типологию, нам нужен какой-то важный критерий. Критерий такой, который удовлетворяет логическим, каким-то вот. Смерть это истина. Она ждет все живое. Нам почему типологии нужны? Это как условно можно сравнить такой сеткой, там вот. В одно ухо влетело, в другое вылетело, скажем так. Ничего не осталось. Но если мы какую-то классификацию, какую-то типологию там между ушей поставим, да, есть вероятность, что там что-то там в этой сеточке останется, да, в какие-то классификации, какие-то ячейки, да, и мы что-то возьмем на вооружение, да, что-то сможет переварить, что-то, скажем, выдать ответное, да. Поэтому, чем, скажем так, более правильная сеточка, и их если несколько будет так, тем больше вероятности что-то там распознать, поднять. Поэтому вот эти типологии мы, собственно говоря, и будем разбирать. Вот. Теперь отношение к смерти. Просто обратили внимание на то, что
про карго-культ, что ли, рассказать, вот, про то, что люди не могут не верить, карго-культ. Ну, вопрос будет, я потом расскажу, да, если там будет поступать. Вот. Да, да. Собственно, да. Да. Почему типа? Потому что отношение к смерти, да, оно объясняет смысл жизни. А их там всего 4. Ни больше, ни меньше, никак. Вот. То есть, вариант первый, как я уже как бы говорил, но просто повторюсь, потому что это важно. Когда после смерти ничего нет, это как бы условно это гедонизм. Вот. Все. Ты умер и больше ничего. Но так ты не воспитываешь мотивацию. Это антисистема гедонизм. А фактически конкурируют между собой 3 системы. Политеистическая, когда есть идея реинкарнации, когда ты работаешь ради рода, да, ради родственников. Вторая система, когда ты работаешь ради довольства Всевышнего, есть идея Бога. И плюс есть как бы те земные заступники, которые в судный день за тебя заступятся. Это могут быть фараоны, это может быть церковь, это могут быть шиитские имамы-заступники, скажем так, да. Это какая-то родина, государство. То есть что-то земное, что-то мирское, которое поможет тебе в судный день. И поэтому с ними надо дружить, и ради их довольствия тоже можно жизнь отдать. Это, условно говоря, история фараонов, эллинистическая культура. И третья модель, когда после смерти идет расчет, судный день, вот, и заступников, скажем так, не будет, кроме тех, на которых Всевышний сам разрешит. Это как бы идеология суннитов. Вот. И тогда там другая мотивация, другая картинка жизни, понимаете? Другая картинка ценностей. И дело в том, что вот, в зависимости от того, какую выбирает человек и группа картинку, мира, образ мира, смысл жизни, выстраивается его, скажем так, культура, цивилизация. И вот этот вопрос о том, что как выбирать отношение к жизни, отношение к смерти, он стал перед башкирами уже практически там вот в конце 8 века. И стоит до сих пор. Неважно, какие века, столетия, этот вопрос всегда остается одинаковым. Потому что смерть никуда не уходит. Поэтому вот тот вопрос, который встал там после 8 века, когда пришли уже идеологии эти мировые, скажем так, да, выбирать пришлось, да, вот, он до сих пор существует. Есть идеологии локальные, есть идеологии глобальные. Вот эти 4 идеологии, которые я обозначил, скажем так, гедонизм, скажем, главный, да, но это антисистема. Буддизм, значит, эллинизм пантеистический и суннизм, вот эти группы, вокруг них все как бы вертится. И из-за отношения к смерти. До этого были локальные идеологии. Тот же самый эпос Урал-Батыр, который воспитывал башкир как союз племен, он как бы вот до 8 века, это союз племен, это идеология Урал-Батыра, этого эпоса. И вот теперь башкиры, которые видят картину мира через этот эпос, сталкиваются с 3 самыми разными, скажем так, моделями и делают выбор. Причем это происходит на широком пространстве, на арене от Хингана до Карпат. То есть не только башкиры, одновременно разные народы в одно и то же время практически. Дело в том, что, совершенно верно, дело в том, что тюркский каганат, который контролирует континентальный путь, вот давайте сейчас я вот попробую опять же вернусь к этой картинкам, поищу, стоп. Где вот карту уже мы в прошлый раз делали? Да. Карту мы делали, как я ее забыл, извините, там потом подкрыжите, хорошо? Сейчас. Или так уже рассказывать? Ну, как вам удобно. Да, вот, мне это удобно, что я могу и так рассказать, но людям же удобнее, чтобы они это видели. Так, не то. Тут надо как-то вот найти. Это мы располагаем времени или как? Ну, есть еще, да, Я но чайник, просто ассистент какой-нибудь. мы много как бы запланировали, не знаю, успеем ли. Да, тогда лучше давайте я буду продолжать. Опять. Где, куда? Ах, ёлки. Чайник, извините. Так, вот смотрите.
понятие, да, это арена. Вот, то есть земля, на которой все это происходит, вот, там есть разные, грубо говоря, дороги логистические и ресурсы, да, соотношения. Вот. На Южный Урал дороги идут с разных сторон. Ну, самая такая вот простая дорога, это вот вдоль реки Идель и вдоль Яик, получается, Каспий, правильно? А основной, как бы, получается, путь идет оттуда. Потому что люди, хочешь не хочешь, они там нуждаются в воде и передвигаются вдоль пресных рек. Вот, оттуда и теория там потомическая насчет того, что в реке это важно, да. Вот, но дороги ведут же не только, получается, от Иделя, от Яика, получается, да. Есть еще, соответственно, дорога с востока через озера там. Эти озера, пояс озер, который идет от Урала до Алтая и дальше, да, это то, через которое приходили, скажем так, идеи, товары, люди, народы с Алтая, которые шли. Вот. Теперь у нас есть, скажем так, дорога, которая идет от Орала, да, там через определенные, от Аральского моря, от Хорезма. Тоже важная дорога. С запада идет дорога, которая там по лесам. Вот. Потому что там через Идель, где он расходится, получается, то есть одна идет, скажем так, если снизу идти там на Урал, другая, скажем, идет на Валдайскую возвышенность, к лесам, получается, правильно? Оттуда тоже идет, как бы, культурный поток, антропоток, да? Вот, поэтому, вот, значит, давайте начнем тогда с этих, с востока, да? Вот, по буддизму, как он двигался. Вот тюрки, которые контролируют все это пространство, да, они столкнулись с тем, что вот они, кочевники, они контролируют, получается, всю торговлю, всю логистику, ну, потому что либо ты воин на коне, либо ты пешком сражаешься, то это бесполезно, правильно? Да, ты можешь от него там в крепости защититься, но торговцу нужно двигаться, вот, перевозить товары. А тут, хочешь не хочешь, приходится договариваться с кочевниками, правильно? Да. Поэтому тюрк, скажем, такая вот историческая профессия, начальник трассы, да? Вот за этот участок я отвечаю, с него ты, как бы, должен мне платить мзду, да? И так далее. Учить не надо. Вот. То есть кто-то пасет баранов, кто-то пасет людей там на базарах и так далее. Не суть важно. Главное, что будем так говорить, он такой же подход имеет, да? Вот. Так вот, но, и соответственно все жители, скажем так, оседлых регионов, не имея возможности в военном отношении противостоять, ни в торговом отношении, логистику, да, они имели возможность только управлять через воздействие на сознание, через проектирование, скажем так, совести и души, правильно? Вот. А оседлые народы, они как бы вот исторически, там три культуры, это вот пшеница, кукуруза, рис. Вот. Ну, это как бы скот такой вот ученый тоже определил. И, кстати, в Коране говорится о том, что Абиль принес жертву ягненка, а Кабиль принес жертву, скажем так, горшок с зерном, скажем так, да. Вот. То есть вот, кто-то выращивает там зерно, кто-то живет там благодаря скоту, но смысл в том, что разница есть как бы в подходах, в менталитете. И вот, значит, для того, чтобы им противостоять, нужно какую-то идеологию изобрести. Что у буддистов? У буддистов, вот, если мы скажем, они в разные регионы приходят, только вот работают с элитой. Вот, например, в Китае там до 20 лет изучается конфуцианство, то есть социальный регламент. Ну, то есть о том, что нужно слушаться старших, да, там, отца слушаться, там, правителя, начальника, сына неба и так далее. Да. То есть регламент социальных норм. Вот. До 40 лет изучается теория познания, то, вот, как бы даосизм, инь-янь и так далее. То есть с помощью чего познается как бы мир. А до 60 лет у них изучается буддизм, то есть онтология. То есть вот этот вопрос реинкарнации, переселения душ, кармы и так далее. Вот. И, собственно, буддисты занимаются не социальным регламентом, не теорией познания. Они занимаются только этими вопросами, которые занимаются элитными вопросами как бы вот, смысла жизни. Например, когда они приходят в Индию, да, там социальный регламент это что? Это касты и варны. Вот, то есть есть группировки там, которые поклоняются там обезьяну тотему, скажем так, кто-то там слону и так далее, да, то есть вот индуистские идеологии.
Вот где-то там джайнизм, скажем, брахманизм это теория познания, а вот элита занимается, вот она как бы в буддизме. Вот. Она как управляющая. Когда, например, буддисты приходят в Японию, у них там для рядового народа есть культ гор, рек, там, поездов, предприятий, ну то есть синто. Вот, гора Фудзияма там, и так далее. Вот. Но для элиты там начинается уже теория познания дзен, и самураи там элиты это уже что? Это дзен-буддизм. Понятно, да? То есть вот поэтому они как бы легко, скажем так, имеют определенную, скажем, этический кодекс Бусидо, чтобы расставаться с жизнью как бы со спокойной душой, да? Когда, например, буддисты приходят там с Тибета там к монголам, там, к бурятам, скажем, там, калмыкам, и приходили к тюркам, скажем так, да, делали их тюрков делали, собственно, своими, скажем так, адептами, вот. Тоже буддизм Махаяна, буддизм Хинаяна. Хинаяна как бы внутренний для монахов. Вот. Хинаяна внешне получается, да, вот, для рядовых людей. Ну, то есть, тот же самый, скажем, племя, вот, есть вот история Китая, там, Тан, такой вот, империя Тан была, да, это, в принципе, те же самые тюрки, которых просто буддисты сделали своими, скажем так, адептами, и которым позволили, скажем так, колонизовать Китай. То есть, поэтому и империя Тан, в общем-то, и последующие там Ляо, Кидань, это все правящие тюрки, но у которых учителя буддисты. Понятно, да? Которые, эти учителя, направляют этих, получается, всадников для того, чтобы держать под контролем местное население. Получается. И вот то, что мы говорим Кидань, это, в принципе, китайское название племени Катай. Наше башкирское племя Катай, да? Ну, просто осколок остался у нас, получается, но кто-то тюркизировался, вернее, кто-то буддизировался, а кто-то нет. Вот. И то, что мы называем Кидань, скажем, это Ляо. Это те же самые тюрки, но они стали буддистами. Понятно, да? Потом по этой же, скажем так, методологии, которую, по этой программе управления, которую правящие роды этого Кидань, скажем так, вот, Ляо, да, вот, по той же самой модели буддисты делали империю Чингисхана. По той же самой программе управления. Вот. Это то, что мы имеем в виду на восточной окраине. На западной окраине что происходит? Там идет другая программа мировоззрения, отношений к смерти. Там есть идея, скажем так, фараонов. То есть начиная там с египетских фараонов, там, потом, получается, когда завоевал Александр Македонский, скажем так, то там тоже уже проект, получается. После египетских фараонов, когда конкурировали с этими халдеями, там, шумерами, да, они просто-напросто готовили дикарей, когда греки еще были дикарями, но просто потом им отправили ученых. Те ученые сделали Геродота, Перикла там, и других, скажем так, того же Платона, ну, Сократа, Платона, Аристотеля. Аристотель уже сделал, получается, потом Александра Македонского. И вот эти, грубо говоря, греческие варвары разбили персов, которые, собственно, с ними конкурировали. Вот. И потом этого, скажем, Александра сделали фараоном и в Греции, и в Египте сразу же. И потом, после, когда Александра, скажем, убрали, потом остался этот фараон Птолемей, вот, и его династия Птолемеидов, тот же фараон, которому поклонялись. Затем, значит, конкуренция продолжалась, как бы то, что халдеи, которые месопотамские, они там через Карфаген там двигались, египетские двигались через там римлян, тоже новых дикарей воспитывали, вот, прививали им систему ценностей, мировоззрения, образования, строили как бы по-новому, выстраивали для них, скажем так, культуру, цивилизацию. И потом привели в тот же самый Египет того же самого Цезаря, которого тоже объявили фараоном, когда он породился с Клеопатрой, да? Вот. От него, получается, там пошла через Клеопатру, там, после него там объявили фараоном Августа. Вот. И так вроде все у них хорошо было, пока не появился Иса, алейхиссалям, мир ему, получается, да? И эта система начала рушиться, потому что, ну, пошло неподконтрольно развиваться единобожие, которое распространял Иса, мир ему. Вот. В итоге они были вынуждены, скажем, как-то вот это дело оседлать, возглавить. Был Никейский собор в начале IV века, значит. Вот. И тогда какой-то микс сделали там из маздакизма и там и прочей религии. В общем,
сделали идею Троицы и делали христианство уже как бы тринитарием. Христианство монотеистов начали преследовать, это Арий, ну, отца Ария и его последователей. Там, они были вынуждены уйти там, через Сирию, потом через Персию, пришли в Центральную Азию. Вот. А на просторах бывшей Римской империи там утвердилось христианство тринитариев. Вот. Но потом получилось так, что появился пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, и эта система тоже начала сыпаться и рушиться. И для того, чтобы ей противостоять, те, значит, фараоны, которые тогда уже жили, получается, вот в Константинополе, это вот Юстиниан и другие, там, Ираклий, они оказались в тяжелом положении, они были вынуждены отправлять, значит, проповедников германцам, славянам и другим дикарям, вот, учить их, скажем так, ездить на лошадях, на кораблях, вот, грамоте, философии и так далее. И потом эти отряды викингов и варягов направили против мусульман, чтобы они сражались, и кольцо окружения, которое, в принципе, уже готово было захлопнуться вокруг Константинополя, вот, как-то разорвали. А этих вождей, они просто сделали из них новых фараонов. Ну, например, Карла I, который как бы воевал там с мусульманами, не дал им там, он был как бы потомком Карла Маркова, который победил там мусульман при битве при Пуатье в 8 веке, получается, да? Вот. То есть, к чему говорю? К тому, что заранее через, скажем, проповедников, таких как Кирилл, Мефодий и так далее, да, там другие там монахи, делается мировоззрение, делается память, делается программа истории, после чего они идут и воюют за чьи-то интересы. И вот одно из таких, получается, вот, проповедников, помимо Кирилла и Мефодия, там, венгры, вот, где там только часть, это, собственно, агуры, хунгары, да, получается, большая часть там тюрки. Они нам по крови очень близкие, там, как еще раз подтвердилось генетически, скажем так, да, но воспитали их католические монахи. И, соответственно, хотя они говорили там на одном языке практически, там, Юлиан, там, в 13-14 веке это все подтверждается, да, вот, но мировоззрение уже другое. Их, как бы, боевая доблесть служила, получается, интересам Ватикана. И проповедники доходили в том числе до Южного Урала. Понятно, да? То есть, любая мировая идеология, да, она имеет технологии, как сцепиться в какую-то связку с местной, локальной идеологией. Так, что привлечь к себе адептов. Получается, буддистов это через культ рек, озер, гор, мест, каких-то там людей, да, в которых был какой-то рух, дух и так далее. Они его сакрализуют. У христиан, скажем так, тринитариев, это помимо Бога, скажем так, всего, да, есть тоже местные какие-то локальные культы, через которые встраиваются в эту мир-систему эллинистическую, с поклонением, скажем так, с признанием того, что государь это правотворец. Понятно, да? Угу. И у монотеизма, суннитов, скажем так, тоже есть программа инкорпорации в мир-систему, вот, мировоззрения, вот, но где ничто местное, ничто, скажем, земное, но не сакральное. Ничто не сакральное местное. Но при этом, скажем так, человек несет ответственность за то, что здесь происходит, потому что за то, что он будет здесь делать по отношению ко всему этому, его ждет расчет, как бы, все записывается. Азамат Агай, мы 40 минут уже в эфире, и сейчас как бы к башкирам, наверное, да, постепенно перейдем. Да, хорошо. Вот башкиры, получается, они столкнулись с тремя разными вызовами, но они предпочли сделать выбор в пользу Хорезма. Потому что, получается, вот, когда сахабы, да, сподвижники, они же сначала как бы пошли там по шелковому пути и вышли через торговые дороги, там пытались выйти через Дербент, скажем так, на Прикаспий, да. Но там хазары, они как бы до этого уже были идеологически взяты под контроль иудеями, которые сохранили, скажем так, вывеску западно-тюркского каганата, правящий род Ашина, но статус военных вождей, беклербеков при них, скажем так, да, взяли хазары, элита которых исповедовала иудаизм.
Понятно, да? Хазарский каганат. Хазарский каганат. Да, хазарский каганат, который воевал с мусульманами. Вот. Мы, находясь на Южном Урале, логистически зависим от, скажем, тех, кто контролирует Прикаспий, при Черноморье, там, при Арале, да, потому что торговые дороги получаются, да. И по тем упоминаниям, которые приходят о том, что Башгир с 2000 воинов, он был как бы вассалом этого хазарского князя, получается, который Кагана. западного каганата. Вот. Но надо понимать, что дело в том, что географически наш регион устроен так, что у нас одна часть настроена, скажем, на торговлю по Эдели, другая часть настроена по торговле, скажем так, в сторону Хорезма, третья может быть настроена там в сторону Алтая и так далее. Поэтому у нас редко когда есть какое-то общее единство по хозяйственным интересам. Вот. Ну, это до сих пор так происходит. Поэтому нельзя сказать, что это там все башкиры. Часть башкир уже тогда вышла на Хорезм, потому что Хорезм постепенно оказался, вот, после Таласской битвы, вот, оказался в орбите мусульманских проповедников. А поскольку мы знаем, что вот в исламе отношение к тюркам такое, что их силой не убедишь, только добровольно. И, соответственно, часть башкир уже тогда приняла ислам, где-то 9 век. Таласская битва то середина 8 века, скажем так. Контакты Хорезм чуть позже и дальше. То, что мы говорили в предыдущем занятии там. Азамат Агай, про Таласскую битву вы можете немножко поподробнее, потому что многие, я так думаю, не знают. Ну, в общем, 751 год нашей эры, если по григорианскому календарю, вот, сподвижники, проповедники ислама, скажем, приходят в Центральную Азию. Это для перекрестных торговых путей. Вот. И берут сначала Бухару, Самарканд, потом Ташкент. Тогда он назывался Шаш, как бы, да? Вот. А Ташкент перекрывает дороги, ну, там Ташкент, Ходжан перекрывает выход через Ферганскую долину, получается, и там торговый путь через Кашгар, который идет по южной стороне Такламакан. И северный путь, который идет через Таврумчи, через Алматы, по верхней стороне гор, получается, к Ташкенту. Потому что там, ну, нужны же как бы, через степь не пойдешь, нужны как бы, нужна вода, а вода стекает с гор. Поэтому по предгорьям дорога идет. Вот, соответственно, тот, кто контролирует этот участок от Ташкента до Худжанта, вот, он, получается, перекрывает оба пути, которые там идут из Китая. А в это время там правит империя Тан. Разумеется, такой порядок их не устраивает. Они идут, короче, захватывать Ташкент, потому что это логистический узел. Ну и навстречу им двигается армия, получается, мусульман. Вот, в это время, как бы, тюрки, карлуки, как бы, наблюдают, что будет происходить, кто будет главным. И вот на реке Талас, это недалеко от, где-то между Бишкеком и Таразом, вот, происходит, короче, эта битва. Вот, потому что там в горах не развернешься, а тут более-менее степь, тут можно повоевать. Вначале побеждает, получается, империя там, вот те же самые тюрки, кидане, да, будущие, скажем так. Вот, и что получается? Но карлуки в этот момент переходят на сторону арабов-мусульман, которые думают, что все, уже вот их как бы разгромят сейчас, но продолжают сражаться, потому что, ну, умереть, значит умереть. Вот. Шахид, иншаллах. Вот. Дуга делают. И тут карлуки приходят к ним, как бы на их сторону переходят, бьют, соответственно, войска империи там, китайской, получается. И после этого, когда уже прогнали, в общем-то, империю там, начинают между собой выяснять, кто вы, что вы и зачем сюда пришли. Вот. Ну, им турки объясняют, нам не нужно ни ваших там земель, ни ваших там дочерей, ни ваш скот и так далее. Нам это ничего не надо. Единственное, примите к сведению о том, что вот Аллах един. И Мухаммад, его раб и посланник, короче. Ну, как бы, и причем это все довольно добровольно. Ну ладно, пока так, давайте, в общем-то, поторгуем с вами, там дальше будет видно. И потом постепенно, одно за другим, племя там, и тюргеши, и другие, караханиды, получается, приняли ислам добровольно. Понятно, да? Угу. Вот. А поскольку связи, это все как бы один регион, получается, вдоль Сырдарьи, там, Хорезм, и, соответственно, башкиры тоже становятся, как бы, этой программой известной, и часть башкир принимает ислам уже тогда.
Вот, поэтому, когда уже в начале X века Ибн Фадлан приезжает, соответственно, через Хорезм, там, дальше, вот, к булгарам, он уже встречает часть башкир уже в качестве мусульман. Часть еще не мусульмане, вот это могут быть там, которые Верит в журавлей, верит, да, вот. да, да. Вот. Но другая часть уже у него проводить мусульмане. Вот. Поэтому здесь, а те, которые с хазарами, они как бы там, ну, отбивают, и, собственно говоря, потому-то и не мог прийти ислам через вот Кавказ, потому что, ну, хазары там контролируют ситуацию, и распространение шло через Хорезм. Вот. И потом вот те, вот, которые хорезмские печенеги, пашинаки, они когда уже там вытеснили этих хазар, прогнали их на запад, получили печенеги, а печенеги уже были мусульманами. И дальше они, получается, пришли там при Черноморье и там на Дунай, и там уже пытались атаковать Константинополь, ну, как бы зная, какая награда ждет за взятие. Ну, у них не получилось там, тогда еще кипчаки, в общем-то, они были этими, еще язычниками. Вот. И стратегия же вот этих вот эллинистическая, этих вот христиан, тринитариев, она состоит в том, чтобы против мусульман воевать с помощью язычников, с помощью тех, кто исповедует политеистические культы. Когда они кипчаков как бы взяли в союз, и кипчаки разгромили печенегов. И тогда как бы империя, ну, выдержала. В общем. Точно так же они брали, скажем так, в качестве наемников там, этих славян, и германцев и так далее. То есть для того, чтобы воевать как бы с мусульманами. И это продолжается и в другие столетия. И сейчас точно так же продолжается. Вот эта вот проповедь тенгрианства и так далее. Это проповедь, скажем так, политеистических локальных культов, что опустить с глобального уровня на локальный уровень, то есть деградировать, а потом пересобрать заново с той же идеей Бога. Вот тот же самый Гумилев Лев Николаевич. Это абсолютно такая православная византийская доктрина, да. Сначала он поэтому так продвигает программы древние тюрки, восхищается, да, но с глубоким, скажем так, с глубоким чувством, скажем, недружелюбия пишет о тюрках-мусульманах. То есть для него тюрко-монгольская культура, пробуддийская, политеистическая, доисламская, это вот фокус внимания там. Он таким образом программирует для того, чтобы облегчить прозелитизм православный. То есть евразийство Гумилева это православие плюс буддизм минус ислам. Понятно, да, это их формула. То есть вот как бы их стратегии. Понятно, да? Да, да, Азамат Агай, тогда вот перейдем к последней теме нашей, вот раскол и пересборка башкир в 8-11 веках из союза племен в народ. Вот уже как бы перейдем к вокальной, к нашей вот башкирской идентичности. Тут важно сказать, что дело в том, что для проповедников, скажем так, они же знакомятся с местным культом, и для башкир, как бы, надо сказать, они же все распознают через призму Урал-Батыр, правильно? Вот. И точно так же, как там в российской историографии считается Владимир Красное Солнышко, или тот же самый там Карл I, этих франков, скажем так, да? Стоит вопрос, а какую, собственно, идеологию взять на вооружение? Вот. Но для тех, кто, скажем так, вот, воспитывался в духе Урал-Батыра, да, идеология ислама оказалась ближе. Собственно говоря, они особо так, если там говорят Владимир Красное Солнышко, там пишут, там из алкоголя отказался, да, вот, но это легенда, так-то он просто был, и алкоголь имел значение, конечно, и торговые связи с Константинополем. Да, в первую очередь Константинополь, конечно. Имеет степень отношения там алкоголь, но торговые связи с Хорезмом тоже имели значение, важно. Вот. Ну и плюс и то, что сама по себе этическая программа, этический императив Урал-Батыра, он как бы, ну, ближе был. Понятно, да? Тут можно было войти. И потом, тюрки очень свободолюбивые, их когда вот, ну, арабы же, скажем, никогда не претендовали, если не считать последних там двух столетий, на то, чтобы как-то править тюрками. Наоборот, тюрки правили арабами на протяжении всей истории. Поэтому их как-то больше устроило, в общем. Вот. Другое дело, что это вот последние там 2 столетия, там вот то, что там через Лоуренса Аравийского двигается, там через... Это уже другая, это тоже программа, но это дойдем до этого времени. Вот. То есть
когда разжигается как бы арабский национализм. Поэтому, если брать по мусульманской парадигме, турки как бы должны править, но арабы, скажем так, они как бы хранители знания, но там, если наши алимы, там неважно, кто по происхождению, главное, какой ты по богобоязненности. Вот. Так какой раскол тогда произошел у башкир? В чем раскол Вот раскол был? тогда и произошел, что часть осталась в язычестве, часть вошла в ислам. Но имя сохранилось башкир за теми, кто оказался в исламе. А те, которые, скажем, отказались от ислама, они башкирами быть перестали. Те, кто уходит в другие культурные программы, хоть там эллинистические, там православные и так далее, хоть буддийские и так далее, они выпадают из программы башкирского мировоззрения и смысла жизни. И программы воспитания. Потому что народ делают бабушки. Когда дедушки обеспечивают для них какие-то социальные границы. Возможность воспитания делать. Понятно, да? И вот та традиция, которая формируется, вот, тогда объясняется, что такое хорошо, что такое плохо. Если, допустим, вот так не делаю, иначе утта я наган, да, как бы говорится, Удася говорила, да? Вот. Поэтому вот эти вещи, они как бы закладываются как программа. А если там принимается другая программа, там, что вот конек-горбунок или, скажем, там вот, какой-нибудь там Золушка, это сказка для этих, ну, это такая вот сатанинская сказка про Золушку, которая там ночью убежала на дискотеку, там, да, с бесами связалась, там, кокетничала, там, одежду разбрасывала, да, работу махнула рукой, короче говоря, да, ну, и куча таких этих вот, всякие оловянные солдатики, будем так говорить, которые, ну вот, расходный материал, грубо говоря, пушечное мясо. Зато как бы под него воспитывается. Или там другие сказки, которые там, какой бы там ни был там царь, ну он царь, ему надо слушаться, идти там куда-то добывать что-то, там какие-то подвиги делать. Ну вот такое же программирование. Азамат Агай. Никакого царя нету. У нас же там идет что? У нас батыры, будем так говорить, да, которые там, ну, их защищают, правильно? Поэтому это все культурные коды, это все программы, это сказки массового поражения, это разные виды мировоззрения. Азамат Агай, вот сейчас Хабиров музей кочевых искусств вот начал создавать возле мавзолея Хусейнбека в Чишминском районе. Вот этот мавзолей Хусейнбека, он как раз с тех времен, про которые вы говорите, правильно же? Вот смотрите, по мавзолею Хусейнбека, это мы забегаем уже где-то в 14-15 век, скажем так, да, с одной стороны. Дело в том, что те известные факты, которые как бы вот нам известны, они используются в историко-культурной политике. Обратите внимание, что делается музей именно кочевой цивилизации. Кочевой, скажем так, и скорее это будет уклон в сторону тюрко-монгольской цивилизации. В рамках концепции Большой Алтай, которую Российская Федерация это двигается. То есть главное, что возвысить культуру тюрко-монгольскую и при этом снизить значение культуры тюрко-мусульманских. Это замещение происходит, понимаете? Вот. То есть вот то, что делал Гумилев. Тем, чтобы связи были с Алтаем, скажем так, но не с Центральной Азией. Идеологически в том числе. То есть надо язычество опрокинуть, а потом пересобрать по-новому. Долгосрочная программа. И это делается через поколение, через программу воспитания, через те ассоциации, которые вот каждый раз напоминают, как памятники, афиши и так далее. Вот 100 раз скажут человеку, что там свинья, он потом хрюкнет, правильно? Вот эти вот места коммеморации, так называемые, да, то есть места памяти, там, музеи и так далее, они все просто-напросто лишний раз бьют на то, чтобы на какие-то ассоциации, которые актуализируют в сознании какой-то блок якорей культурных программ, программировать сознание. А для чего они нас отдаляют от Центральной Азии, по-вашему? Ну, потому что нужно убрать мусульманскую культуру с монгольской. Это разные отношения. Вопрос о том, или вы язычники, или вы мусульмане.
То есть, если даже и есть ислам, то ислам должен быть послушный вот в той системе, которая сейчас существует в Российской Федерации. Значит, эта программа называется «Богу Богову, Кесарю Кесареву». Византийская программа, она предполагает так. Значит, что вот есть автокефалии, там, коптская, там, грузинская, армянская, там, греческая и так далее, да, там, славянская, да, вот. Но во главе стоит так или иначе император Басилевс, да, который контролирует назначение какой-то главы той или иной церкви. И он дает им как бы это автокефалию, самостоятельность, да, вот. И все эти церкви должны молиться за этого Басилевса, императора. Вот, точно так же, когда столкнулись, это еще как был доисламский период, когда он столкнулись с исламом, у них была попытка стремления построить точно такую же мусульманскую автокефалию в рамках Византийской империи. Но не получилось. Старшее поколение против этого успешно сражались. И только в 18 веке наследники Византийской империи, которые в Ольденбурге и так далее, скажем так, да, которые инструкции получают с Афонского монастыря. А Ольденбурге это, скажем так, для них Романов это политический агент восточный. Вот, тот же царица Екатерина. Она основывает, получается, духовное управление мусульман в духе такой же мусульманской автокефалии при царях России. Если Петр I смог сделать как бы синод, вот до этого, скажем, раскол сделал Алексей Михайлович, там, староверы, скажем так, и никонианский реформ. Потом уже, когда он идеологический раскол сделал, потом уже организационно-чиновничий раскол сделал Петр I синод для православных. Для мусульман это сделала Екатерина II. И вот эти вот духовные управления мусульман, в общем-то, они позволили, скажем так, провести такую лайт-версию послушного, скажем так, екатеринского масхаба по византийской формуле «Богу Богову, Кесарю Кесареву». То есть вы молитесь с одной стороны Богу, но не забывайте про Кесаря. То есть синкретизм. То есть и царям в том числе, как бы заступнику. Поэтому вся эта программа там, легитимация Аби-Патша, ну это Екатерина получается, да, легитимация имперской власти, неважно там, Романовых или там коммунистов, беззаконников, скажем так, атеистов, да, либо нынешних, это все программа легитимации власти в терминах мусульман, ислама. Давайте тогда, Азамат Агай, зафиксируем, на чем мы остановились по башкирам. То есть это раскол между язычниками и мусульманами и последующая пересборка башкир. То есть те, кто остались в исламе, они остались башкирами. Те, кто остались в язычестве, они потом растворились в других народах. Да? И из союза племен, получается, произошел народ башкиры. Да. Союз племен становится народом только в том случае, если у него есть глобальная, скажем так, программа, связанная с местным, скажем так, локальным самосознанием. Вот тогда у нас, скажем, это народ. Но если, скажем, глобальной программы нет, то он становится как бы племенем, чисто на генеалогии. То есть, чтобы остаться народом и принимать вызовы на глобальном уровне, это надо поддерживать, как бы тратить силы на это, а не деградировать просто в союз племен. Но отрицать свое происхождение тоже нельзя. Потому что в Коране сказано, Аллах сказал, что бойтесь Аллаха, да и поддерживайте родственные связи. То есть мы не отрицаем нашу природу, но мы знаем, что этот жизненный путь кончится и нас ждет расчет. Понятно, да? Отношение к смерти. Ключевой критерий разделяющий. Угу. Независимо от того, какое столетие. Так, ну, в принципе, мы уложились, что хотели сказать. Если вам есть что добавить, может быть, я какой-то наводящий вопрос по башкирам. Пожалуйста. Тогда вот получается, вот на рубеже этих веков, как раз с 8 по 11 век, когда самый серьезный, наверное, источник по башкирам появился, когда Ибн Фадлан совершил путешествие, да, из Багдада в булгарское ханство, вот, в булгарское царство, можно сказать. И там он встретил башкир, описал их быт как свирепых, беспощадных, в том числе половина язычников, половина уже мусульман, то есть которые контролировали достаточно большую территорию. Вот
Меня хотелось бы, чтобы вы и для меня, и для наших зрителей рассказали отношения тех башкир, которые на тот момент были во времена Ибн Фадлана, да, когда он был, их отношения с булгарским ханством. Какое было это отношение? Это было вассальное отношение, это был какой-то союз. Что это было? Вот смотрите, мы как бы в большей степени, конечно, можем больше предполагать, исходя из каких-то общих условий, потому что источников не так много. Дело в том, что кочевники, да, это воинский ресурс. Но этот воинский ресурс зависит от торговых, скажем так, логистических узлов связанности, от городов. Они их как бы организовывают, создают, но так или иначе в каких-то отношениях они, скажем так, связанности создают. Вот, например, либо мы зависим от города, который там на Казани, скажем так, на Царицыне, там где-то на Астрахани, да, на Крыму, да, либо зависим, получается, от торговли, скажем, которая идет от Приоралия, Хорезма и так далее, да, либо, скажем так, мы какие-то там, ну, зависим от китайского направления, скажем так, да, либо от, получается, Петербурга, там, Москвы, потому что когда там западная цивилизация возникла, там, когда перешла, ну, возвысилась, когда торговля пришла на моря, соответственно, для нас торговая логистика туда тоже переключилась, понимаете? Поэтому мы экономически зависим, но политически в нас нуждается, потому что мы военный ресурс. Понимаете? Поэтому это взаимозависимость. То есть башкиры своей военной силой, скажем так, помогали булгарскому тогда ханству в отражении атак, там, нападениях и так далее. Но экономически, то есть мы зависели от них, потому что мы с ними торговали, ну, брали какие-то необходимые нам нужные товары, которые нам нужны были. У нас это предметы роскоши. Ну, предметы роскоши, там, допустим, тот же самый, там, я не знаю, там, чайники какие-то, там, посуда какая-то, там, какие-то другие продукты питания. Ну, у нас же в то время что, мясо было в основном. Ну, видите, как картина. Мясом-то особо не удивишь, ладно. Тут такой момент есть. Тут важно, кто контролирует речные дороги. То есть булгары, да, это в район там, где Волга впадает в Идель, где Казань, да, вот. Хазары там, это где Астрахань, там, юг и так далее, в общем-то. Поэтому печенеги, это, скажем, Приорале, да, то есть вот, кто контролирует логистику речную, скажем так, тот, от того мы вынуждены зависеть. Последний, скажем, несколько столетий, это контролирует российская государственность. Если, скажем, российское государство потеряет контроль там над тем местом, где сегодня Волгоград стоит, ну там, не говоря уже о Крыме, там, Астрахань, Дербенте, там уже другая будет ситуация совершенно для башкир. То есть, тот, кто контролирует речную логистику, тот для нас, как бы, ну вот, мы будем вынуждены от него зависеть. Сегодня это Российская Федерация. Но надо ли тогда говорить, я не знаю. Азамат Агай, надо ли тогда говорить, вот у нас, вы знаете, очень нежные, скажем так, отношения башкир и татар друг с другом. И учитывая, что татары это Казань, который контролирует Волгу, и если, скажем так, условно представим, что Россия отодвинулась и Казань сама влияет на этот путь, будем ли мы зависеть тогда от Казани, от татаров? Тут ситуация такая. Дело в том, что зависимость торгово-логистическая это одно, вот, военно-политическое это другое. Вот. Мы договорились. Да. Ну, в принципе, всегда так и было. Всегда договаривались, что в Булгарском ханстве, что в Казанском ханстве, что сейчас. Ну, к тому же Ибн Фадламу, проводником его посольства, да, к булгарам, был башкир-мусульманин. Да, все правильно. Хорошо, тогда на этом, наверное, закончим очередной урок. Следующий, я обращаюсь уже к нашим зрителям, ждите следующего. Уже будем переходить к последующим векам. И уже там, где уже мы имеем больше информации о башкирах, где уже у нас есть определенные герои наши башкирские, которые остались в истории. Ну и уже об этом будем говорить. Там уже как раз это Золотая Орда, это нашествие монгол, последствия Золотая Орда, Улус-Джучи, отношения башкир с нагайцами и так далее. На этом все.
Азамат Агай, рахмет.